Сегодня в музее особенно многолюдно. Повод весомый – открытие выставки из глубины веков. Каждый пришел посмотреть на настоящие сокровища ингушского народа. Экспонаты, найденные в башенном комплексе Беш, теперь будут храниться в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Поддержать с таким знаменательным днем приехала археолог, сотрудница Краснодарского музея Анна Жадаева. Работа сложилась очень интересная и в плане вещей, и в плане того, что они нам дают проследить культурные связи Северного Кавказа и ближайших территорий. И я надеюсь, что с Магомедом Айсаевичем у нас еще будет совместная плодотворная работа. Материал действительно интересный, он характеризует и археологию, и дает основы этнографии прежде всего. Над коллекцией экспонатов работала группа археологов из Рязани, Москвы, ну и, конечно, Ингушетии. Это был трудоемкий и дорогостоящий процесс, вспоминает руководитель проекта. Ювелирные изделия, холодное оружие, высеченный на камне лунный календарь и предметы быта. В данном случае нами изучались, раскапывались, полностью были раскопаны, два очень интересных, полуподземных склепов. Это склепы 7 и 10. Материал из этих склепов очень интересный, в том числе и антропологический материал. Материалы у нас зафиксированы послойно. Естественно, самые нижние слои у нас представляют более ранние датировки и широкий спектр находок, да. Сегодня артефакты подписаны и находятся в музее. Их может оценить каждый желающий. Старинные экспонаты внесут значимый вклад в сохранение культурно-исторических ценностей ингушского народа. Более 1560 экспонатов передано в краеведческий музей. Каждый эти предметы имеет свое историческое наследие. Все в том, потому что мы, изучая эти предметы, можем узнать, что делали наши предки, какими предметами они пользовались, для чего они служили. И для нашего подрастающего поколения, мне кажется, эти очень важные артефакты, потому что они дают свет на наше прошлое. Та инициатива Михаила Саварбековича по восстановлению селения Бишт, она объединяет не только представителей тейпов, она объединяет весь наш народ. И, конечно, все это надо будет и поддерживать, все, что сделано. Очень хотелось бы поблагодарить от лица представителя нашего тейпа Михаила Саварбековича за все, что сделано и делается для процветания нашей республики. Реставрация башен, склепов и могильников началась в июне 2018-го. 3 года восстановительных работ в Биште оказались находкой для археологов и историков. Сам башенный комплекс датируется XI и XIV веками. По результатам реставрации башенного комплекса планируется издать монографию, в которой также будут описаны самые значимые экспонаты, которые там нашли. Все исследованные памятники на территории нашей республики получают отражение в исследовательском процессе в соответствующих печатных изданиях. Это сборники разнообразные. И на нашем случае это вестник археологического центра, в который мы публикуем как раз все те итоги, которые мы получили в процессе исследовательских работ. Данный Бишский комплекс получил свое отражение, и недавно выявлены находки в Цоре и так далее. То есть абсолютно все вещи, весь материал проходит научную обработку, изучение и проходит публикацию. Сотрудники музея приглашают всех желающих посмотреть выставку. Экскурсоводы расскажут об экспонатах, отражающих историю и культуру ингушского народа. Посетить экспозицию можно также по Пушкинской карте. Хава Гагиева, Дали Плиева, Джамалей Султыгов. Новости 24.